Проект «Моя Ингушетия. Плюсы и минусы» запущен несколько месяцев назад. Все это время участники присылали фотографии, отображающие как положительные, так и отрицательные моменты или события, происходящие в республике. Одно из условий конкурса также аннотация к ним, отражающая мнение самого участника и предложение от автора, как превратить минус в плюс. Имена победителей уже известны, им от спонсоров проекта вручают смартфоны. Номинации «Плюс» у нас лучшим стал Исрабл Нагиев. Ваши аплодисменты. Он отобразил вот как раз одна из работ, где отображено все ингушское сказано. Это башни, это горы, это колыбель ингушского народа. Организаторы отмечают, среди присланных работ фотографий с положительными моментами оказалось намного больше. Один из плюсов в Ингушетии в своей работе отразил Исрабл Нагиев. Фотография с башенным комплексом Кяхк оказалась беспроигрышным вариантом. Величие тех заслуг наших предков, которые, находясь действительно в тяжелейших условиях порой, но они, вот, окруживши себя вот этими камнями, этими скалами, они продолжали жить, невозмутимо существовать, и никогда у нас в моде, скажем, что ли, не было, в уважении не было человеку опускать руки. Всегда были веселы, всегда были находчивы и тверды. Поэтому я выбрал эту фотографию. Организатор фотопроекта «Моя Ингушетия. Плюсы и минусы» — группа молодых инициативных ребят. Реализовался проект в нескольких социальных сетях. Цель конкурса была такова, чтобы чтобы конкурсом пробудить в молодежи вот такую гражданскую позицию, чтобы молодые люди не были пассивными в плане отстаивания каких-то гражданских позиций, или вообще чтобы они замечали все то, что происходит в республике, чтобы они давали советы, даже так. В возрасте или в количестве присылаемых работ участников никто не ограничивал. Полное раздолье. Нужно было лишь взять фотоаппарат в руки и пуститься в поиски по республике тех самых плюсов и минусов. В конкурсе 2 номинации, а значит и 2 победителя. Лучшим в отражении минусов республики стал Мовлад Бузуртанов. Почему я это отобразил? Через эту дверь проходит практически любой, кто ездит по республике, и никто до сих пор не изъявил какой-либо требованию хотя бы исправить хоть немножко проход, чтобы можно было пройти. Там пройти, в принципе, невозможно и очень трудно. Да? В принципе, сумки застревают, но никто ничего об этом не сказал. Всего в фотопроекте приняли участие свыше 100 человек. Организаторы планируют и в дальнейшем реализовывать подобные проекты, привлекая больше молодежи. Залина Могушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24.